Дорогие друзья, в руках у меня замечательное изделие из дерева, как вы видите. Вот такую лошадку мы сегодня попробуем вырезать вот из такой заготовки. Как получится, не получится, судить вам, но я думаю, что новичок в этом деле справится. Поможет нам в этом непростом деле резчик по дереву Мария Захарова, очень известный мастер в городе Мирном. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Мария, заготовка. Вы уже вот тут вот нарисовали лошадку сами, да? И мы будем вырезать ее на станке. Это будем вырезать на станке, потом уже будем вручную украшать лошадку. Вручную это вот смотрите, вот здесь вот кое-какие детали, но потом поподробнее расскажем об этом и покажем. Внимательно изучаем, смотрим. Хуторгун кананка. Хуторок, да? Ага. Вот это вот. Хвостик. Харананкир, будет направление анкер. Линия на горгонна. Халай. Ну все, тахаранкир. Ой, я не туда пошла. Она навстречу к нему маннуква. Линия антутун нарада. Вот здорово, да? Манна тахарат хуторка. Здорово. О. Она великим мантыкаға нарады да. Хырыхыннар аjo. Ахары күш көтіма. Барар скоро бәң направляй дейді. Ахары, ха. О. Мантыкаға мантан киранген бөтті көрсияр. Абастан күтіргін кіммін. Оп, стоп, тахар он. Тоқта, әргетеме. Бейті, күні түтікді. Білігім манттан онына бар. Төхін өні таған онтығын бәғар түрген күрдік бұйық тасатты. Тоқтан ыл, еңен тоқтан ыл. О. Он не курдуком, да? Дорогие друзья, вот что у нас получилось. Случайно, да? Ага. Ара. Дорогие друзья, ну вот у нас получилась вот такая деталь. Конечно, немножко, ну, сами понимаете, впервые в жизни. Ну, вроде бы получилось. Так, ну а сейчас мы поднимаемся наверх, на второй этаж мастерской, да? И продолжим нашу работу уже наверху. Дорогие друзья, ну вот наша заготовочка получилась. Она немножечко корявенькая, но ничего. Первый блин, я считаю, вполне не ком. Мария, дальше наши действия. Дальше. Мы работаем ножами. Они очень острые, как бритва. Пластырь есть, если что. Так, мы должны весь край убрать тут. Потом уже перейдем к геометрической резьбе. Почему? Потом геометрическая резьба у нас это основа основ, где уже должны видеть волокна дерева, направление и правильно держать нож. Мы сначала будем убирать все лишнее. Да, ну немножко вот края. Лучше от себя все делать. А каким ножом? Вот эти. Вот эти? Так. Значит, от себя, друзья мои хорошие. Да. Вот особенно... Нет, вот только края. А, только края? Ну, а я же край делаю. Правильно? Да. Чуть-чуть. Вот левой рукой, большим пальцем помогайте. А, вот так. Большим. Ага. Вот так. Ага. Друзья мои, вот так вот как сделать. И по всему кругу должны пройти.
в общем, счистить должны, да? Мгм. А вы давно увлеклись резьбой по дереву? Лет уже как 6, наверное. Мгм. Первый раз у нас в Мирном мастер по дереву, это у нас Вячеслав Иванович проводил мастер-класс в Правительском музее, и с этого уже как-то Момента начала вы- резать. Вы этим увлеклись. А вообще вы же, профессия у вас совершенно была другая раньше? Да, работала сначала по первой профессии, это электроснабжение, работала в компании почти 10 лет по профессии. Потом резчик. Дальше обучилась на педагога доп. Образования, чтобы учить людей. И я знаю, что вот вы в Мирном являетесь таким очень активным участником вообще вот такого движения, да, в плане того, что как людей научить, вот вы сами научились, и вы хотите других людей научить, да? Желающие есть, поэтому не отказываюсь. Люди приходят, уже человек 20 у меня, желающие есть, все спрашивают, есть ли место, но пока не освободят место, не будет места. Понятно. То есть у вас приходят ваши ученики, Да. а примерно у вас курс рассчитан, скажем так, для начинающего резчика на какой период? Мы как программу расписали, что в течение года люди должны научиться сначала геометрической резьбы, потом объемные, это щука, карась, поносова. И у нас в течение года люди все это делают, уже учатся к резьбе. Но люди дальше хотят остаться и делать еще большие панно. Поэтому То есть у нас, картины. да, у нас есть люди, которые уже второй год ходят, есть, которые вот недавно пришли, есть, которые полгода ходят, поэтому и так и остаются. Так, Мгм. я правильно Да, все сделала? да, Очень. Ну, не хочется дерева прям много брать. Ой, сказали вот от себя. Нет, там не везде от себя будет, потому что надо крутить, есть по волокну смотреть. Ну, с деревом работать одно удовольствие. Знаете, такой запах, оно такое теплое. Кстати, это сосна, да? Кедр. Это кедр. Мгм. Где вы берете материал? Материал это, конечно, проблематично. И кедр у нас только растет в Ленске. Когда покупаем кубами, попадается кедр. Вот. И отбираем половина сосны, половина кедра, еще там лиственница, елка. И среди них и бывает кедр. Мгм. Самое, скажем так, мягкое дерево, на ваш взгляд, какое вот по вашей практике? Работали по кедру, по сосне, по липе, но если на материке хвалят липу и работает по липе, ну, предпочитаю я кедр, потому что там идет запах самой шишки кедр, да, поэтому сидеть, работать в этом запахе лучше. Гораздо приятнее. Да. Так. Ну, смотрите, вот я, конечно, в первый раз, и вот смотрите, у меня вот такой Ну, ничего сок страшного, пошел. мы потом отшлифуем все Отшлифуем, это. да? Да. То есть вначале это все вручную делается. Да. И знаете, ну правда, одно удовольствие работать вот с таким материалом. Это дерево, оно так приятно пахнет, кедр. Впервые в жизни держу вот в руках и работаю, ну, скажем так, вырезаю изделие из дерева. А, кстати, вот это вот у нас лошадь, да, это может быть как отдельно, ну, скажем так, вот фигурка, да, Мгм. ну, интерьерная, скажем, да, Да. вот украшение. Либо, допустим, можно такими фигурками украсить что-то Если- такое более большое, как, например, И- кровать. Ну да, если меньше было бы, как елочную игрушку, но мы более к интерьерной, потому что первый раз на мелкие работать тоже трудно. Да, Поэтому- потому что детали, знаете, вот вырезать, конечно, страшновато. Мне было больше всего страшно, что я могла так случайно отрезать себе палец. Да, но надо работать не спеша, ни о чем не думая, в основном все отпустить, поэтому люди приходят уже в субботу, как
для многих это как медитация, Своего рода релакс отдых, какой-то, да. Так что это даже очень приятно. Наверняка вы за вот как раз эти свойства и полюбили, да, это занятие 6 лет назад? Нет, я когда на дерево пришла, в это время очень была популярна в Якутске резьба из лобзика. Когда сказали, что будет резьба по дереву, я думала, что это будет как бы мастер-класс по лобзику. Да? Думала, на это попаду. А там оказалось дерево. Ну, на первый взгляд оно как-то меня не задело. Потом проходит время, там полгода, кажется. И должна была пройти выставка учеников имени Вячеслава Ивановича. Я там решила вырезать орла летающего. Но у нас еще был спор. Он говорит, ты не успеешь, там определенные 2 недели, что ли, были. Ну, я так, нет, я успею. И давай резать. И после этого орла как-то открылась, можно сказать, или полюбила. Но до этого момента я так время коротать только ходила. А потом вообще влюбились. Да, после этого орла, я поэтому вспоминаю вот этого орла, когда ты начинала резать, я всегда вспоминаю этого орла. Неспроста, наверное, вы выбрали Ну, орла. наверное. И орел считается в якутской культуре культовой такой птицей, да, связанной с нашей мифологией, с нашей национальной культурой. Вот, наверняка вам эта птица помогла определиться, да, с вашим дальнейшим делом. А у вас много учеников? Человек 20. Которые постоянно вот занимаются которые постоянно в этом году, и уже некоторые второй год, уже да? некоторые второй год. Ага. В основном это кто приходит? Мужчина, наверное, или женщина? Нет, на резьбу приходят все женщины. Да. 80% женщин. Вот что у меня получилось. Дальше. Стамеска. Так, стамеска. Опор на ладонь. Выдавить. Именно V-образный, и он след оставит. Вот рукой опираемся. Рука по технике безопасности не должна находиться впереди. Всегда назад и вот помогающая. По той линии, которую вы... Хорошо. Хорошо. Вот. По той линии, которую вы нарисовали. Значит, так, мы садимся поудобнее. И вот так, да? На остановиться можно. На встречу к нему можно. Лучше и встречу пойти, да? Или... Вот так. И здесь. Крути. Оп. Все, оставим. Дальше. Ну, по всему периметру. По всему периметру, вот так. Вот здесь вот я прошлась, и вот здесь вот навстречу пойду. Очень хорошо, здорово. Инструмент всегда должен быть острым. Тупой инструмент уже не режет. Поэтому сами затачиваем и работаем. Вот. Здесь навстречу, да? С этого момента можно. А вы еще являетесь мастером по национальным видам Настольных игр, да? В прошлом году, да, выполнила норматив мастера спорта и получила удостоверение. Мы здесь тоже в Мирном занимаемся пропагандой национальных настольных игр. На встречу к руке или крутим. Тоже занимаемся в Мирном
настольными играми. Приходят все желающие и тренируемся. А что развивают вот эти вот настольные игры? Хаблык. Хамск. Их много, да? Хаблык, Хамск – это у нас, если взять детей, он развивает полностью мелкую моторику. Да? Если первые классы я в школе преподаю, у них проблема с развитием вот мелкой моторики, поэтому им надо заниматься, научиться ловить. А по старшим, уже когда люди постарше, у них и координация меняется, суставы, поэтому что все время быть в тонусе, тоже впереди постоянно надо играть. Навстречу, руку, назад, ага. Не, вот эту внизу. Вот так, да? Ну, удобно как-то. Вот так вот, друзья. Значит, можно заниматься вот этими настольными играми, да? Здорово. И у вас тоже наверняка очень много учеников, да? Вот у нас что получилось с помощью столески. Вот такая бороздочка. Она немножечко кривенькая, ничего. Но вот это все кривое, оно показывает, что это ручная работа. Вот. Здесь мы, чтобы закрепить еще геометрическую резьбу, будем чуть-чуть подать. Так, это циркуль, насколько я помню, из школьного своего детства. Так, я потом сейчас перейду к геометрической резьбе. Вам будет дано такое задание. Да. Мы должны с вами порезать треугольник. Вот такой на квадратиках. Такие маленькие. Нет, мы еще на большой пойдем. Ваша задача, вот смотрите, основная точка. Эта рука всегда находится вот раз от центра на две стороны. И вот эту часть мы убираем. Пока вот. Вы должны попробовать такие треугольники, чтобы дальше перейти к геометрической резьбе. Вот центр, от центра. Нож, кончик ножа мы не крутим, держим. Вот. Взяли, да. Взяла вот из этой точки. И сюда. Нажали. Оп. Так, вот. И сейчас по этой линии должны пройти. Нож по-другому держим, руку ложим. Вот, нет, вот это, да. Нож. Вот так. Да. Расслабьте. Рука наверху. Немножко еще вот так. И должны убрать вот этот треугольник. Дальше приступите, когда сделаете красивый треугольник. О, это очень сложно, друзья мои. Не снимается. Вот именно вот в таком положении должен быть ножик. Ой. Вы так красиво сняли, а у меня вот видите, вот какими-то ошметками. Первое занятие у нас всегда проходит, кончик не крутим там, уже переходим к другому треугольнику. Дальше делайте, пока не получится. Пока не получится. Так, вот так вот мы кладем. Да. Нож от себя. Вот так вот. Значит, далее поворачиваем. Далее поворачиваем вот так. И потом берем ножик вот так, как учил мастер. Вот так вот. Руку. И соблюдаем технику безопасности. Так, нет, мы там не шатаем, а вниз опускаем. И вот убрался. Почти. Еще один треугольник. Давайте. Если получится, уже перейдем к другому. Хорошо. Ну тут уже. Так, вот здесь смотрите, вот нож. Кладем вот в эту точку.
Здесь рука у нас позади, потому что это техника безопасности. Крутим нашу дощечку. Значит, вы на своих мастер-классах обучаете людей вот самым простым таким изделиям, да? Нет, это Сначала. у них первое занятие, Угу. это у нас геометрическая резьба. После геометрической резьбы, после того, как они научились резать, ну, такой же дощечкой, уже переходим к разделочной доске, они украшают его именно геометрической резьбой. Потом уже более стамески они сами приобретают. После того, как приобрели стамески, переходим Вот к что более получилось. сложным, Вот. объемным. Ручки. Так, дальше у нас немножко другой треугольник будет. Вот треугольник. В центре у нас будет посередине. И на 3 угла идем. Угу. Раз, два, 3. И то, что мы тут делали, также, но делаем уже 3 раза. Получается, этот бок убрали. Этот. И вот это. От глубина треугольника зависит, как ваша рука лежит. Если вы поднимаете, оно будет глубоко туда идти. Если он лежит, то не глубоко. Сейчас я нарисую. Вот ваш треугольник первый. Так. В общем, Носички. точно так же. Точно Носички так же. делаем. Да. Вот От так, середины. да? Правильно я держу? Маша? Да, правильно. Так, от серединки. Да. Потом поворачиваю вот эту вот опять-таки вот сюда. Мгм. Потом поворачиваю снова. И вот от серединочки я иду вот сюда. Так, далее. Далее мы начинаем повторять первый треугольник. Получается, у нас первый треугольник находится вот он. И мы должны по этой линии убрать первый треугольник. Это вот так вот делается. Да. Вот рука вот здесь. Тянем. Кончик идет. Вот. Да. Вот и все. И дальше крутим. Ой. И вот следующий. Так, рука вот здесь, да? Наверху. Туда тяни. Нет. Оп, нет. Кончик. Вот. Так, и вот здесь вот сюда. Да. Опять-таки рука у нас наверху. Тянем. Вот, да. То есть вот так. Да. Еще кончик не дошел до середины. Если первый раз не выскочил, то можем пройти по кругу еще раз. Прям он должен выскочить, да? Кончиком туда не ковыряемся. Он сам должен. Дальше по кругу. Вот пройдем. вышло. Вот этот бок еще. Не вышло. Режем. Вот. Вот ваш первый треугольник. Дальше отрабатываем. Навык полученный. Слушайте, правда, я вообще обо всем на свете забыла. С таким увлечением я теперь могу. Так, вот так правильно держим. Так, вот так. Да. Так, и все время делаем от центра, от центровой точки. Вот так. Вот. Дальше. Дальше мы вырезаем. Так, Рука наверх. вот здесь. Так. Ножик. Ножик. Нет. Вот так. Вот Да. так. Кончик заходит.
и идет туда. Нет, нет, по линии вот этой. Так, давайте вместе возьмем. Я не туда пошла. Ничего. Все. Дальше следующий. Вот эту, да, линию? Вот. Да. Правильно. Еще. Кончик еще не дошел. От начала видите. Ну, здесь уже правильное движение у вас. Опять руку мы убираем. И вот, да, красиво пошел. Еще раз пройдитесь, чтобы он выскочил. он сам выскакивает, да? Да, если кончик дошел до середины, где вы начинали, то он выскакивает. Вот это уже вышел. И по кругу так пройдите.